Ну, сегодня мы нагулялись, поедем в деревню. Время 10 вечера, надо еще искать ночлег где-нибудь. А сюда вернемся еще послезавтра. Ну как впечатления первые? Ну, хороший город, прикольный. И такое ощущение, что ты в какой-то курортный район попал. Ну, то есть в курортный город на Черноморское побережье. Народ гуляет, веселится. Ну, прикольная атмосфера такая, душевная. А, я не туда повернул, что ли? На мост прям поехал. А, туда, все нормально. Сейчас мы походили по тому месту, куда, наверное, все туристы едут, когда сюда приезжают. То есть это мы хотим что-то более такого уникального найти, постараться. Надеюсь, нам кто-нибудь в этом поможет. Все, помчали искать. Интересно, где же сегодня будем ночевать. Вот это всегда сюрприз. И я надеюсь, он будет приятный. А я тут виды покажу. Город светится, ну прикольно, мне нравится. Да, вот набережная. Очень красивая. В общем, протестировали мы несколько мест. Заехали даже в деревню. Нашли такое. Здесь дорога перекрыта, но можно повернуть сюда вот в посадочку. И тут есть, смотрите, какая дорога среди деревьев. Сейчас, может быть, для гамака даже найду расстояние какое-нибудь по диагонали. Ну что, Колю устроили, да? Как тебе тут? Вообще. Места вообще хватает, видишь, можешь ноги вытянуть. Ну вообще. Ну, нормально. Все, отдыхай, спокойной ночи. Спокойно. А я буду думать сейчас. Я буду думать, гамак или палатка. Это что за летучая мышка тут? Вот, наконец-то, Бэтмен будет спать в своем гамаке. Нормально. Ну, все. Испытано на себе. 7 утра у меня тут такая компания. Тут, наверное, штук 300 коров. Надо еще поспать. Рановато. Спать, конечно, после 7 стало невозможно. Техника активно ездит, такая тракторная всякая. И вот ребята коров пасут, коровы мычат, они что-то, ребята там хлыстом машут. Беруши ставят, машины, коровы мычат. Вот так вот возле трассы спать. Я думаю, они уйдут, они же ходят, а нет, стоят ребята хлыстами машут, а мне сны снятся еще, что я с ними знакомлюсь, там уже с деревней половины познакомился. Потом с тобой какие-то справки сделали, что нам можно. Жить здесь, скажи еще. А? Жить. Да. Не, ну так-то тут свежий воздух, вообще здорово. Сейчас вот тепло так на улице, причем свежо тепло. Все под рукой у меня. Водичка, чай. У них такие хлысты громкие. Вон они пасутся. Я думал, что вот, ну, обычно коровы как-то ходят, переходят, а они вот прямо напротив нас. Вот мы место выбрали. Отлично. О, такие горы вокруг. Вот эта территория. Круто. Оказывается, бригада с разных регионов. Вот Вячеслав с Кировской, да, вы сказали? Тоже вот. Кировская область, Малмышский район. Вот представляете, приезжает так вот поработать вахтами даже вот сюда, в колхоз. Вот с ребятами познакомился, они местные, отсюда. Говорят, все равно рук не хватает. 400 голов, и вот их 7 человек, коровы разбредаются. То есть за ними все равно глаз да глаз бегать приходится весь день. Ну ладно, тогда до вечера на празднике увидимся. Давайте, счастливо. Вот Алексей говорит, что это сейчас они, говорят, вот пришли, едят, пьют. Сейчас скоро начнут домой бежать, там начинают часов, ну во сколько-то там. В общем, не посидишь. Я даже спросил Алексея на празднике, он будет, он говорит: ой, это что, какой праздник? У меня после этой работы ноги гудят уже, и все, я там, не до праздников. Это кажется, что вот так вот со стороны они просто зевают. А на самом деле не так все просто. Труд еще тот. Вот здесь такие стоят на въездах, на дорогах. Самодельное ограждение, чтобы не катались. Там поля уже. Вот мы могли бы ночью не заметить. В
в темноте поехать, а это уже высаженное поле. Что-то растет. Мы только не поняли, что. Ну, как будто бы здесь ровно что-то высажено. Хотя смотрится как осока. Не знаю. Непонятно. Место шикарное, когда солнышко. Вот не ночью, да? Совсем все по-другому. На завтрак у нас гречневая каша сегодня будет с тушенкой. Тушенка совок. Питаться в дороге будем мы стараться с какими-нибудь красивыми видовыми характеристиками. Вон стадо коров, холмистая местность, поля. Красиво же. И вкусная гречь. Гречневая каша с тушенкой. Всем приятного аппетита. Ну все, мы готовы. Вещи собрали. Спасибо этому месту. Спать было очень мне уютно. Едем в деревню. Смотрите, какое авто тут нашли прикольное. Умиляемся там. Ой, козочки, смотри, ну-ка. Коля ржет, говорит, городские жители приехали. Тут для местных это вообще обыденная жизнь. Вон, бедняги в тени спрятались. Дом такой интересный, ворота. Ну, здесь все старое сохранилось, причем ухоженное все. Вот нам бы в такой домик попасть, ну, не знаю, пока мы просто как туристы катаемся. Еще ни с кем не встретились, поэтому сами никуда не лезем. Ну, время еще рано, еще время 2 часа. Но вот сейчас попозже, может быть, нам... впечатлениями. Да, пока сами, а потом, надеюсь, нам что-нибудь организует. С ребятами встретились, идут купаться на пруд. Вода теплая уже, да, говорите? Уже можно. Вот сейчас тоже, наверное, сходим. Вон там, где коровы рядом, да? Это лошади? А, не видно отсюда. Ладно, значит лошади. Ну давайте увидимся на пруду. Ну здорово. У меня прям такая ностальгия. Я летом в деревне не был. Очень давно. Последние 10 лет, наверное, если не больше, я к себе в Воронежскую область приезжал только в зимнее время. Вот в этом году был осенью. А вот чтобы вот в такое вот лето, то я только вот как будто бы со своей юностью только у меня ассоциируется. Смотрите, лошади. Я их за коров сначала принял. Да. Привет. Ты не из пугливых, да? Любопытный. Ну давайте отходите. Да. О, хорошо. Ну, вот я вчера был в деревне, я коробки сделал. И вот когда при съемке ты летаешь, тебе нужно 3 оси, там, чтобы красиво получалось. Допустим, летишь прямо, при этом поворачиваешь еще вот это.
Что-то шуткуют, ребята. Смеются, а мы ничего не понимаем. Это ты не понимаешь. Да ты понимаешь, да, все? А, кстати, он знает язык. Не зря. Я Ладно, всё. Намазался кефиром, уже погорел немножко. Сейчас надо смыть. И поехать уже дальше. Деревни тут называется, вот их 3 рядом стоят. Нижняя Корса, Средняя Корса, куда нас пригласили, и вот и Верхняя Корса. Сейчас еще просто покатаемся. Смотрите, какая необычная техника. Приличный аппарат такой, колесо с меня ростом. Он в сравнении с нашей малышкой. Бескрайние просторы. Тут можно ехать. Но на самом деле дороги тут в каких-то местах кончаются. Вот просто нашли место. Можем, если что, сюда приехать ночью. Я вот там можно гамак развесить как раз расстояние, где березка и сосна. И виды такие здесь, конечно. Вот они, просторы нашей Родины. Я так понял, что в каждой деревне своя мечеть. Это вот мы в соседнем просто через мост переехали, у них тоже тут построено. Мы же здесь общину открыли. Якутские интернациональные. У нас якутские татарские общины получается. А вы с Якутии когда переехали сюда? Вот в 2018 году. В 2018 году. А до этого в Якутии, да, все жили? Да, всю жизнь в Якутии жили мы. А где жили? В Якутске. Якутске сами? Да, я где только и строительной индустрии работала. Я везде в командировках и была. Я все облазила Якутию, конечно. 40 лет я там прожила. Якутский. Вот. А основном, вот, которые, конечно, вот, все, которые переехали, вот мы здесь объединились. Это вот наша, как вот, дом культуры, вот деревня, который называется вот это, сельский дом культуры. И снимается вот, который наши это. Сейчас мы внутрь зайдем, вот как бы это красиво, конечно. Это вот мечеть построил наш земляк. Ну, как бы здесь, который живет, вот в честь своего отца. Вот наша дом культуры. Это вот наш музей. Я привозила, это на татарский язык переведенное стихотворение. Да. Вот наш директор Дома культуры, это Рания Рафиковна. Очень приятно, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Сабантой, который вот сейчас будет представляться Сабантой, это руководитель, это вот Сабантой, которая вот она. Ну да, она старается совместная, да. Мне сказали, что такой праздник впервые здесь проводится, вот такого формата. Ну, это я... Такого формата да? Впервые детский Сабантой. А так Сабантой у нас каждый год, а детский, да, первый раз. Вот татарский язык, она больше смахивает с тюркским языком. Тюркский язык Похоже, это якуты да, тоже, вот. да, якутский язык. Когда мальчики разговаривали, я слушал. Ну, я говорю, тюркский и якутский язык, они совместный тюркский язык, это считается. А вы язык освоили? А? Язык освоили вы? Ну да, я и татарский, и якутский. Вот, у вас теперь сколько? Равия Ханум, они вас приглашают, короче, на Сабантой. На Сабантой. Очень рады, благодарим. Ага, вот стадион, сейчас я вам покажу все вот это, который пока еще рано, мы с вами сейчас походим, ладно? Ну, сразу нас ориентируйте. Я Да. вас это... И проинструктируйте, чтобы мы там все правильно. Это мы, может быть, невежественны в чем-то, вы уже заранее нас, если что, простите. Ну, я пойму. Ну, пойдемте, да. Yok, Yakutia'nın yan pınaklarına film просто писательге просто снимает фильм, Değil mi? Anda zavuşun zahmet tegende. Aha, yere. Çık sırat mı güzel uzun. Bu yere fırında. Ладно. 500-600 голов вот эти коробки. 500-600 голов только, да? Да. Ну нет, это одной деревни только. Это вот считайте, Только здесь. это только Нет, это здесь. только в одной, что нормально. Это вот мы обсуждаем, что сейчас здесь вот в Татарстане, да, развито вот сельское хозяйство. Пшеница, вот это все выращивают, представляете? Вот А это возродилось или всегда держали они как-то? всегда вот здесь вот единственный, который в Варском районе сохранивший, это колхоз. А, это именно Это даже в колхоз этом просто- районе, не да, то, что во всем не только Татарстане. это в этом районе, это единственный сохранивший 6 деревень, которые сохранивший колхоз. Вот это. Они вот сохранили земли, они приватизировали на каждого человека вот по 5, по 6 гектаров. Вот
на людей раздавали, и люди сдают вот этому колхозу в аренду. А и взаим получает это урожай Мгм. за аренду, за то, что вот эта земля дают, и им хорошо, и нам хорошо, как бы получается. Испытано на себе. Это бычок? У-у-у. А к нему не опасно подходить? Не, вот все нельзя, не опасно выходить бычком. Может, и это Это самое. годолавый бычок. Это уже годолавый бычок. И опасно. Он достает до нас пока что? Я не пойму длину его этой. Смотрите, вот каждый на 6 деревень, да, объединенный. И вот на каждой деревне, вот это, которая, сколько фирм. Вот такие фирмы большие. Не, здорово, да, что Хороший так руководитель, вот значит. поддерживает. Очень да. хороший руководитель. Мне бесподобный руководитель. Строго, конечно. Ну, хороший руководитель должен быть строгим, иначе Ну порядка да. не будет. И еще это у нас сельское хозяйство, вот которые, такие кирпичные дома, вот, которые возле дороги, видели, вот дороги, дома строят специально для специалистов. Если кто-то желает приехать, поработать, пожалуйста, дом предлагается. В доме есть баня свой, пожалуйста, благоустроенные дома у нас строятся. 10 лет ты отработал, дом твой. Здорово. Ну, потихонечку народ подходит. Готовится все к празднику. Ну и мы уже на месте. Вот ребята уже сегодня коров пасли с утра, вот познакомились, сейчас уже переоделись. Будут детишек развлекать. Привет, Якутия. Вчера было 1 июня. В честь 1 июня вот открыли средняя Косинская школа, организовали сабантуй детский. А студенты, наверное, не приезжают в это время, да? Их нужно Нет, у нас 11 самая основная сабантуй будет, 11. Здесь очень народно много будет. Тут и будет соревнование лошадей, это все будет. Вот. Мы очень рады, что вы именно к нам приехали, в нашу деревню, в наше село. Мы рады, что вы нас пригласили, вам благодарим за это, на самом деле. Вот у нас сегодня маленький праздник, но не маленький, большой. Это у нас начало было 26 мая было начало этого праздника. Днем было это день, это начали тот день вот дождь был, поэтому вот продолжение сегодня уж. Такой у нас большой праздник. Сегодня в этом деревне, вот у нас, в нашем, моем населенном пункте 6 деревень. Именно вот сегодня здесь, а завтра еще продолжение в соседнем деревне. Сегодня будет национальный якутский танец. Спасибо, что пригласили нас на ваш праздник. Все народы, они едины, они могут и должны жить в одной большой семье. И вот такой вот проект родился у меня, вот благодаря Николаю, который приехал с Якутии ко мне в Питер. И мы сейчас на нашем экспедиционном автомобиле едем, у нас автопробег «Дружбы народов». Я вырос в деревне Воронежской области, чем-то похоже на ваши места, и просто вот эти бесконечные просторы, холмы, мы не могли оторваться. Мы катались, смотрели, пока вот праздник не начался. Очень у вас здорово, я вот просто искренне говорю, большое вам спасибо. Люди, которые нам попадались, все такие добродушные, доброжелательные. Я не стеснялся вообще никому подойти, поэтому всем большое спасибо, всех с праздником. И давайте поддержим единение дружбы народов. Вот я искренне за это вот мой личный, я назвал это народным проектом «Планета дружбы народов». Я надеюсь, это вырастет во что-то большое, и очень рад, что вы уже в этом проекте поучаствовали. Всем спасибо, с праздничком! Бурные продолжительные аплодисменты. Этих драгоценных алкышлар. Ой, молодец.
Мы ощутили прямо музыку, слышали, вот, как будто Да, вот пионеры лагеря. Сейчас песня будет как раз вот Орленок, Орленок, развить с кострами, вот наши песни. Вот шикарные песни. Я сегодня проснулся, ваши коровы меня разбудили, мы в гамаке там, где я спал, и они я там с 7 утра, так что я с ними сразу с первым, с кем познакомился. Это еще поздно они пришли, да. Так что вот это молоко и чувствует ворог, да? Домашний. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Вам развития хозяйства, чтобы побольше. Еще у нас умница, она фермер, она маритейской фермой занимается косметическими. Очень умница и везде успевает. Здорово, это ж как надо, сколько энергии нужно, да, чтобы... Да, и 5 детей, 5 внуков. Ага, здорово. Это вот пример, хороший пример, ну, конечно. Что с петухом делать? Ну-ка. Что-то будут делать с петухом, не знаю что. Ай, молодец, что это вакыт житез был. Инде менә сабан турасына репетиция булды. Сейчас я познакомлюсь тоже со своим мужем. Как бы, ну, мы незаконно просто живем. И как бы это бывшая любовь мой. Первая любовь. Да, мы с ним встретились по старости лет. Я вообще в Якутске, у меня когда муж умер, я вообще одна жила. Потом я сюда приехала, встретила свою бывшую любовь, у нее тоже жена умерла. У меня муж умер, мы познакомились, вот. Сошлись два сердца вновь, да? Да. Здорово. Да, вот, и у нас как в сказке получилось. Вы такую хорошую историю прям под закат рассказали. Ага, Видите, вот солнце это. такое красивое сейчас. Я вот в честь этого такая, я вообще с Якутска, я бы еще не переехала бы. Просто когда он меня предложил жить, я уже думаю, чего мне это? Одиночество, это усталость. Ну, конечно. 60 лет, что? Вы знаете, у меня уже 60 лет. А мы находимся на территории в Татарстане, в деревне у сестры. Это средний коса считается. Вот это у нас и верхний коса есть, и средний коса, и нижний коса. Вот моей сестры находимся в гостях. Сами живем в Казани. Сами живем, да. Это дача здесь. Да, это как дача. Вот они, вот они вас пригласили в гости. Вот как бы это получается. Благодарим, спасибо большое, что пригласили. Очень приятно. Баня вас ждет. Баня, да, это... Вы не представляете, баня это мое любимое, ну, я не знаю, как это назвать. Вот моя любовь. Сакральная, да. Вот только что про вас как раз рассказывали. Давай я тебе покажу, как тепловые хватать. Еще топить. Давай, заходи. О, как здесь уже хорошо. Я в кроссовках ничего? Я. Сам знаешь, как? Ну да, конечно. Это мы умеем. Тут горячая вода, тут горячая, холодная. Вот здесь вода, там вода. Здесь О, уже какая температура. это палец сигареты. Ага, видишь. Знаешь, наверное, как палец сигареты? Да, конечно, это мы умеем. Это мы все разберемся. У тебя это... О, уже тепло как. Сыновья приехали сегодня. Вот здесь это... Типа второй этаж. А, вот где мы сегодня сможем... Вот мы вам покажем сейчас наше на сегодня пристанище. О, здорово. Они все чистые тут. Ага, отлично. А тут тепло очень, а после бани-то прям вообще будет жарко, да. Наконец-то с Колей опять по-домашнему будем кушать, да? Мы чередуем хорошо. То походная, то домашняя еда. Отлично. Ну, наш план пока удается. Спасибо большое хозяевам за баню, за гостеприимство, за вкусный ужин. Теперь баня в Татарстане. Ух, я сегодня сгорел. Кстати, чувствуется, мне с кожи щипать начнет. Вот так здесь. Тепло, хорошо. Пока может даже не поддавать, так посидим. Испытано на себе. Два часа ночи, послушайте, как звучит деревня.
Сегодня ночевали вот в бане в той, и сейчас Нурия пригласила нас к себе домой, она тут рядом живет. И у нее дом такой прям настоящий деревенский. Многое сохранилось. Какая тут атмосфера, вот тут как здорово. Здесь скотина должна быть, наверное, гуляет. Запах такой прям. А это что за животное тут? Понятно. Шугливое. Так, ладно, надо завтракать идти и ехать в Казань. Всем доброе утро. У вас прям вот такой день, но он остался, как вот и раньше был, да? Вот. Нет, я-то здесь только переехала, как 2 года, как еще вот это. Я-то вот говорю, у меня городская жизнь, я поменяла городскую жизнь, свою поменяла на деревенскую жизнь. Здорово. Да у вас прям он такой прям полностью деревенский, прям чувствуется, да, классно. Вот это вот наши столовые. Вот, пожалуйста, это наш стол. Пойдемте вот сейчас сюда. Это наша прихожая, вот как бы, да. Там тоже вот спальня, просто детей много, у меня 5, вот поэтому у нас, это зал вот, который у меня, это вот цветочками, конечно, люблю цветочки. А, ну это да. Ага, вот, даже у меня смотри, были. вот огород наш, вот, яблони, вот смотрите, как цветет. Я вас потом туда занесу, вот это огород, давайте. ладно, хорошо? Тихонько. Но у нас есть свои пчелы. Ну они тут сейчас яблоки Я вам в собирают. гостинице дам по дороге покушать вишневое варенье, мили сюда. Вишневое? Да. Это же моя любимая. Я вчера уже там все смолотил, что... Давайте, Обещали. ходите вот в столовой. У нас прохладно, полы, это ничего. Не, хорошо. Мы как раз жарко спали. Ага. Вот Ну давайте наши- покушаем. Сейчас мы немножко по-деревенски тут. Вот я свою городскую жизнь поменяла на свою деревенскую жизнь. Я сама-то в городе жила, у меня квартира в Казани. А, вот сейчас в Казани жили, да? Нет, да, я в Казани жила, у меня в Казани, я же в Казани квартиру купила, дочку купила, себе купила квартиру, я из Якутска переехала, я себе однокомнатную квартиру, дочку двухкомнатную квартиру купила. И вот, но все равно я уют создаю якутские картины, вот которые мне подарены, вот которые якутские посуды, это все вот это. Ну, обыкновенно хатуны, что я. Ну это интересно. Многие люди не видели таких. Да. Большой у Ну, нас кто в хатун. городах живет. У вас вообще он очень У нас большой. это овощной огород. Здесь у нас Ух ты. картошка. Да, это у нас картошка. Вот это все поле, да? Ага, поле картофельное. 15 суток, а там мы это сено сажаем. Здесь горох, гороховое сено, вот это, которое солома, это потом очень хорошо. Вот, А у вас зимой. отдыхает, получается, по очереди вы, да, да? по очереди, делаете? поэтому, да, картошка. Мы здесь по 500 по 500 ведер собираем. Это сами все вот и потом копаете или да, вот, Нет, вот техника машина, есть? машина, техника. Техника вот же такая садим. территория огромная. У меня дачный участок в 4 раза меньше. Где там, ну нет, не в Нет, руку, мы, конечно, да, в это- 2. Вот, ну, у нас это. Здорово. это Такой вид, как выходишь такой в ух. Здорово. Холмы. Да, холмы, вот и там и вот за тальником, вот который, да, там никакой коровы не ходит, там мы собираем земляника. Там вообще земляника крупная. Да, вот прям рядом. У меня в деревне в Воронежской области, вот Подгорная называется, там такие же вот, куда ни посмотришь, холмы. Да, У меня вот сейчас ностальгия, прям я как к себе домой попал. Ага, пойдемте Здорово. сейчас овощной, вот это пойдем. У нас овощной хатун, вот обыкновенный хатун деревенский. Овощной это что значит? Для Где твой? Николая. Николай, да? А где он там оставил? Да? Да. Ну дает. Я думал, я должен оставлять все. А оказывается. Это его гараж с машиной стоит. Это вот прачка, вот мы картошку готовим, ну, для животных. Прачка Да, называется. прачка называется. Ага. Здесь вот, пойдем сейчас вот. Здесь баня. А, у вас тоже банька есть? Да, банька есть. Просто на это. Ремонт я делаю, поэтому это. Ага. Я же эту сестру попросила. Вот колодец наш. Вот колодец. О. Деревенский настоящий колодец. Угу. Ну, А он, ну, можно при желании ведром, да, если вдруг электричество нет, у нас отключат? автоматическое. Не, ну если вдруг электричество отключат, оно же работает. Я Да, вижу, что вот. там шланг стоит, Ну. насос. Так, вот смотрите, яблони. Конечно, яблони у нас, мы богатые яблони. Вот смотрите, наши берега. О, привет, курятки. Вот яблони. Это летние, вот рано созреваемые. А вот это, который вот осенний. Вот смотрите, А, вся у вас цветет.
У нее вообще яблоко очень вкусное. Твердое, вот, которое яблони, да. А там самое дальнее осеннее яблоко. Осеннее яблоко это, конечно, только осенью. В сентябре, а в октябре только вот эти, которые... Ну, конечно, даже не пускаю, потому что пчеловосы, я боюсь, что если вас укусит. Ну, только на минутку заглянуть, я вот это могу еще. У вас свои пчелы, да? То Да, есть вот свои они, пчелы, я они поэтому- яблочный, получается, мед делают, если им- Мед делает у нас. Вот. Ну, давайте, я не сильно боюсь. Не сильно боишься? Если не дергаться, то они не будут Вот кусать. смотрите, вот смотри, как... Не подходите, очень Злые? злые. Сейчас, конечно, они на яблоке. А потом яблоки уходят, разлетаются, да, наверное, по помидоры Да. в теплице. Ага, вот укроп. О, Пока меня не... здесь жарко. Ну вот, Тут прям баньку можно делать. ага. Вот наш огород маленький. Ну ладно. У нас вот бройлерные курицы. Это вот которые вот резать, потому они месячные, только вот эти куры вот бройлерные. Их только на мясо. Мясо. А Вот эти не бараны сушки. это на курбан. На праздник вот настоящие бараны. А когда праздник будет? Вот 10 июля. И вот Их к празднику, да? их? Да, их специально даже шерстью не режут. Поэтому настоящие бараны. Бедняги. Но их нельзя вытаскивать. Их на корм только. А. Их шерсть даже мы не убираем, потому Да? что шерсть, оказывается, когда курбан нельзя их из шерсти убирать. Потом режет, и чтобы сразу кровь вышла. Чтобы вкусно было баранье. Баранье для чего это делается? Откармливает и режет только один рук. Если разные руки, они все, они невкусные. Баранье надо, если неправильно режешь, это. Потом баранины яйца, они обрезают специально отдельно. Вот это все делают. Да. Это все так вот. Тоже целая система, да? Целая система. Очень вкусно у меня баранье. Жалко, что не осталось. Зингер машины, вот это, которые вот старинные. Все Нет, сохранилось. да. Шифонер это 50-х годов, который шифонер. Это шифонер 50-х годов. В 49-м или 44-м году, говорит, чемоданчики вот это. У вас целый музей тут. Музей это? Ну как вам? Здорово. Давайте чай нальем. Экскурсию проходили. Проходили, а я вам вот показывала. Барана показывала. Давайте. Уберу. Такие все есть. Да. Чай попейте вот. Это мне медаль вручили якутские вот это, на столетие, вот, которые вручили вот это, которые вот это. Это сейчас в этом году столетие Да, республики мне вот было. это, а сам председатель Ассамблеи народов Саха-Якутии, вот он меня вручил. Это за вклад в развитие дружбы народов, да? Вот, Да, то, да, что да, вы то, что мы- землячество подъедут. Ага. Вот. А это мне, который я в Якутске работала много лет с татарской общиной, и мне Конгресс татар дружбы народов тоже за мир, дружба медаль вручили. Здорово. Ага. Это как раз вот концепция нашего фильма входит. Да, вот это. вот Благодарим вас за вклад, за дружбу народов. Мне было, когда я в Якутск уехала, было 17 лет. Почти ровно 18 лет, когда я в самолете прилетела уже в Якутск. 18. Ровно 18 лет исполнилось. Исполнилось в самолете? Да. И, конечно, я целый месяц сначала плакала в Якутске. Было обидно, конечно, что оторвали от родителей. Это, получается, от мамина крыло, вот, которое вот это... Хотя до этого в Татарстане жила, вот 18 лет училась, родилась здесь, и это, в этой деревне, в этой Среднем Корсу, да, выучилась. И по комсомольским путевкам меня вот направили в Якутск. И я вот почти до 2018 года прожила. Семья была, дочка родилась. Дочка, получается, когда меня выучилась, когда уже выучился, 11 класс закончила, я его устроила в Казанский государственный университет. Она у меня педагогически закончила. Замуж вышла, семья у меня 2 внучат. А сама вот переехала в 2018 году в Татарстан совсем уже после Якутии. В Якутии, конечно, для меня это вторая родина. Это почти 40 лет прожить в Якутии. Это такой ностальгия. Далее бы сказали, глазом моргнуть, я бы с удовольствием уехала в Якутию. Скучаете, да? Скучаю, сильно скучаю, конечно. Я, конечно, в командировках везде была. Привет, там, конечно, всем Верхневильевск, они, наверное, может быть, меня помнят, вот СД были, вот когда школу основали, Кентики, вот в Верхневильевске, вот это была
Куранахе была я, там Мойце была, вот их школу восстанавливали. В Неллингере была. Вот, Строительная везде, компания, да, вы сказали, да, да, работали? по строительной индустрии вот я работала почти до 2011 года. В 2011 году я выучилась, закончила систему ЖКХ, работала мастером, начальником участка работала. Было интересно. Именно работала в Сайсарском округе. Конечно, если кто меня помнит. Мастером, да и начальником участка. Интернациональной дружбе надо жить. В мире согласие. А национализм это хуже не бывает, называется. Я всю жизнь якутска, как бы я свои прожила, я считаю, что якуты для меня это вторые вот родные. Считаю. Вот. Дорогие якутяне, конечно, я вас всех поздравляю с 100-летием юбилеем. Дай Аллах всем здоровья. Самое главное, чтобы не болеть. Жить в мире, согласии, в дружбе, в интернационале. Всем желаю. Приглашаю всех гостей. Пожалуйста, приезжайте в любое время. Всегда двери открыты. Только с домашними угощениями всегда. Своим. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну и перед дорогой решили еще заехать на ферму. Посмотреть, как тут поживает. Ну не бойтесь. Я вас чуть поснимаю, давайте. Попозируйте. Кто самый смелый? О, иди сюда. Ух ты. Вышли поприветствовать. Молодцы. Ну. О, Коля. Ну, даже выйду. Как раз помыться, да? Волосы что прошли хорошо. Ну что, топнем? Да, пора ехать. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну ладно, до свидания, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Будет возможность, еще с удовольствием к вам вернемся. С удовольствием мы Приедем. будем рады, всегда рады. У нас в Татарстане, конечно, весь народ у нас татарский народ дисциплины. В любое время приезжайте. В деревне всегда дверь открыта. Мы, да. если меня не будет, сестра там будет. Если там у меня кто-то не будет, у меня еще там брат живет где-нибудь, я скажу, чтобы они встретили вас. Здорово. Поэтому... Спасибо, спасибо. Благодарим вас от души. Такие хорошие люди, так сложно прощаться. Не знаешь же, когда в следующий раз увидишься. Ну, надо ехать дальше. Дороги ждут. Дороги ждут, хорошие люди ждут, которых мы еще не знаем, да? Вот это очень здорово. Вот мы же еще позавчера даже не представляли, как мы нас тут встретят, с кем мы встретимся. И уже день прошел, и мы уже как родные отсюда уезжаем. Это просто очень здорово. И не знаешь, что еще ждет впереди. Это прям... Ну и вдвойне у меня интересно. слезы наворачиваются. Вдвойне, говорю, интересно, когда еще и человек из Якутии, который столько лет прожил Да, там. да. То есть это родная душа уже получается. Ну, спасибо этому замечательному месту, спасибо всем жителям деревни Средняя Корса, Нижняя Корса, Верхняя Корса, всем, кто нас так хорошо встретил, всех, кто встретился на нашем пути, кто не встретился, кто посмотрит это видео, но нас не видел. Очень хочется сделать, ну, чтобы вот вы моими глазами увидели свой край. Надеюсь, вам будет приятно. Всех еще раз с прошедшим праздником, с наступающими праздниками. Вот, и всем всего хорошего. Будет воля Божья, вернемся еще в ваши края. Ребята, кто это? Не, просто магазинчик вкусный. Спасибо тоже всем и этому магазинчику. Мечеть, да. Мы покидаем эти края.